Здравствуйте, мальчишки и девчонки, Боршахзада, Койнар, Саламнар. В эфире программа «Бергаляб Ираник», программа для тех, кто любит учить татарский язык. Учим мы его вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними знакомиться. Сегодня в нашей студии Алсу Юзаева и мама Ильзира Исянмесес. И Камиля Гибадуллина вместе с мамой Наилей. Здравствуйте. Давайте знакомиться с нашими участницами поближе. Алсу – призер многочисленных республиканских и городских конкурсов по игре на фортепиано. Она также любит петь и танцевать, ходит на кружок по вокалу, а в свободное время помогает маме играть с младшим братиком. Алсу, скажи, пожалуйста, любишь младшего братика? Да. А что вы с ним делаете в свободное время? Мы с ним играем. Иногда он просит у меня, чтобы мы с ним вместе в куклы поиграли, иногда в машинки играем. Буквально вчера только они придумали новую игру. Алсу дрессировщик, он лев. И вот она ему все... Как там ты его назвала? Барсик, Барсик, голос, Барсик. Прыгай сюда, Барсик, прыгай туда. Но это было настолько смешно, мы просто сами лежали со смеху. Поэтому вот так они проводят время. Ну, а вам помогает по хозяйству? Алсу очень помогает. Спасибо ей большое. Она уже девочка большая, нам 9 лет. Поэтому, мне кажется, самый такой возраст, когда ты ближе становишься к маме, хочется там и посуду помыть, да, Алсу? Ну, я думаю, после этой программы она еще больше будет помогать мне. Надеюсь. Да. А насколько я знаю, Алсу еще очень хорошо рассказывает стихотворение. Ну да. Давайте посмотрим на экран. Siz turasız, da soruysiz, işler nişik barasın, nişik barsın, eybet bara, eybet barmay qarasın. Тик укытучы гына куйды бүген икеле, берне түгел, икене. Әни бәлки ачуланмас, юк шул, белмим, икеле. Кичә хоккей уйнаганда йыртып кайттым күлмәкне. Шул күлмәк эчендә әле әниемнән эләкте. Бер көнне пече өстенә ялгыш түктем ашымны. Энем белән шарганда тишә яздым башымны. Аннар бозау шәйнәгән өр-яңа дәреслекне. Кем кушкан аңа шәйнәргә? Я, шушы дөреслекме? Әллә конфет ашаганда сызарга итә тешләр. Шуларны уйламаганда бик әйбәт минем эшләр. Менә шулай, и пусть все у тебя в жизни сложится. Спасибо огромное, что ты сегодня с нами. Давайте знакомиться с еще одной участницей. Зовут ее Камиля. И у Камили девиз на все случаи жизни «У меня все получится». Большое внимание она уделяет учебе, особенно любит математику. Ходит в музыкальную школу, любит петь, танцевать. И 4 года занимается в студии эстрадного танца «Изумрудный город». По вечерам любит устраивать домашние концерты и придумывает разные квесты, где она сама и режиссер, и артист, и ведущая. Увлекается литературой, читает стихи на татарском языке. Эта любовь еще связана и с деревней, где живет Эби и Бабай. И ходит она, кстати говоря, с дедушкой, внимание, на рыбалку. Камиля, нравится рыбачить? Да, нравится. Ну, какой был самый большой улов? Ну, в основном мне попадается караси. Ну, ты знаешь, караси тоже рыба, поэтому это тоже улов. Ну, а сколько у тебя уже удочек? Или пока только одна такая, тренировочная? Ну, у меня есть одна покупная и одна самодельная. А, ты еще и сама сделала вместе с дедушкой? Да. Но, а скажи, пожалуйста, кем хочешь стать в будущем? Я хочу стать стоматологом. Почему? Ну, хочу, чтобы у всех людей была красивая улыбка, и эта улыбка будет благодаря мне и другим стоматологам. Ну все, записывай меня первым на прием, я буду твоим первым посетителем. Наиля, скажите, пожалуйста, с чем связано вот такое полярное увлечение и медицина, и рыбалка, и творчество? Аны менә шундый вакыты хәзер бүтән йөргәндә кызыксына. Иң беренчедән әйтсәм килә, ул бик мөстәкыйль минем. Мәсәлән, мин кич белән сәгать 8-дә эфирдан кайтканчы, эштән кайтканчы, инде ул ишне эшләп куя. Сауытларда жуа, җыштыра. Гомумән бала мөстәкыйль булырга тиеш дип уйлыйм, ләкин контрольдә әкрен читтән күзәтеп торырга кирәк аны һәр вакытта да. Нишләптер менә ул ярата математиканы, шул ук вакытта ярата биюне, шул ук вакытта бу геннардан торадыр дип уйлыйм инде. Бездә күп иҗат кешеләре, бәлки шуңадыр да җырларга да, шигырь сөйләргә дә ярата ул. Әле шигырь дигәннән ул менә күптән түгел генә Илһамият конкурсында катнашты, халыкара конкурс булды ул, һәм шунда лауреат исеменә лаек булды. Һәм татар телендә сөйләүче сөйләүчеләр арасында ул җан да аны билгеләп үттеләр дип әйтәсем килә. Горурлык хисе. Конечно, это повод для гордости, я вас поздравляю. И, кстати говоря, она еще очень хорошо поет. Давайте посмотрим на экран.
Яратулар булмай жеңел генә, күңелләрне мен кат яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Прекрасное исполнение. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Пора начинать нашу программу. Тема сегодня – лес, урман. Давайте скорее учить слова на татарском языке. В первом туре нашим участникам предстоит угадать, о чем же говорят дети. Мы записали рассуждения детей, которые рассказывают о различных вещах, предметах, явлениях, связанных с лесом. Ваша задача угадать, о чем они говорят, дать правильный ответ и получить 1 балл. Вопросы мы задаем поочередно. С кого начнем? С меня. Камиля сказала уверенно с меня. Камиля, внимательно смотрим на экран. Это такой туннель под землей. Она находится на земле, и еще там очень темно. Это дом медведя. Они бывают лисьи, волчьи. Там могут быть различные лабиринты, могут камни быть. Там может быть еда зверька. Что у меня есть дома, там этого нет. Мышка живет маленькой, а лисав большой. Итак, Камиля, о чем же шла речь, как ты думаешь? Берлога. Ну вот смотри, по-другому берлога как называется? Норка, дом. Ну, уверенней? Нора. Нора, совершенно верно, это правильный ответ, я тебя поздравляю. Нора по-татарски «эн». Алсу, продолжаем с тобой, внимательно смотрим на экран. Он дружит со зверьками, потому что он защищает их. Он живет тоже дома, как мы. Охранник, который смотрит, чтобы волки были сыты, а овцы целы. И у него подтяжки зеленые. У него сапоги и специальная форма. Он не дает другим рубить деревья, убивать животных и разводить костры. Он следит за порядком, чтобы никто там не мусорил, чтобы все было хорошо. Когда дерева падают, их складывают. Мне кажется, Алсу очень подробно описали, о ком идет речь. О леснике. Лесник, уверена? Да. Молодец, это правильный ответ. Лесник по-татарски урманче. Алсу получает 1 балл. Камиля, продолжаем с тобой. Они бывают в деревнях, по которым ходят люди и могут животные ходить. Я хожу по ней каждый день. Она покрыта травой. Это такая небольшая дорожка, которая позволяет людям не заблудиться. По ней в лесу ходят зайчики. Они бывают в лесу, только там они не асфальтированы. Ее протаптывают. По ним животным не ходят. Так, Камиля, Ниля. Тропинка? Тропинка. А ты часто в лесу ходишь по тропинкам? Ну, да. Молодец. Это правильный ответ. Это действительно тропинка. Тропинка по-татарски сукмак. Алсу, продолжаем с тобой. Смотрим внимательно. Если здесь классно, можно заболеть. Все люди могут их собирать. Он прячется под землей и ждет, когда пойдет дождик. И их детям нельзя есть, потому что они очень жирные. Я их не люблю. Они соленые и маленькие. Он вылазит из земли и показывает, где он, чтобы его взяли. Очень много в лесу и на лугу, особенно после дождя. Мы его собираем осенью. У него есть такая шляпка и носка. Он бывает съедобный и несъедобный. Итак, Алсу, у кого же есть шляпка и носка?
Грибы. Грибы. А какой самый ядовитый гриб, знаешь? Мухомор. Мухомор, правильно. Это правильный ответ. Гриб по-татарски гэмбэ. На очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы по традиции играем с нашими игрушками. Берите игрушки в руки. Нужно будет обязательно до конца досмотреть наши рассуждения. И только потом, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Готовы? Да. Смотрим внимательно. Это дерево, которое растет зимой на такие палочки. У нее бывают еще шишки. Что-то похожее на елку. На ней тоже есть иголки. И шишки растут. По нему очень любят скакать белочки и строить в них гнезда. У нее еще есть смола. Итак, о чем говорили наши дети? Алсу была первая. Сосна. Сосна, уверена? Да. А чем она похожа на елку? Там сказали, что она похожа на елку. Иголками тоже шишки есть. Молодец, я тебя поздравляю. Это правильный ответ. Это действительно сосна. Сосна по-татарски нарад. Камиля, Наиля, ни в коем случае не расстраивайтесь. Впереди еще целых 2 тура. Есть шанс отыграться и, может быть, вырвать победу. Наша программа продолжается. Мы продолжаем нашу программу. Давайте повторим слова, которые мы сегодня выучили. Алсу, как будет по-татарски нора? Яхше. Камиля, лесник. Урманче. Дырес. Алсу, тропинка. Сукмак. Сокмак, именно так. Камиля, гриб. Гумбе. Гумбе, совершенно верно. И, Алсу, у тебя слово сосна. Нарад. Нарад, молодец. Мы готовы начать второй тур нашей программы. В этом туре на экране появятся картинки. Задача наших участников — запомнить их расположение. На это у них будет 15 секунд. По истечению времени мы закрываем картинки и задаем нашим участникам самые разные вопросы. Итак, 15 секунд. Запоминаем. Время пошло. Итак, время вышло. Алсу, начнем с тебя. В какой ячейке находится нора Н? Во второй. Ячейки номер 2. Уверена? Да. Давайте открывать и проверять ячейку номер 2. Там действительно находится нора. Большая молодец. Итак, Камиля, тебе вопрос. В какой ячейке находится сосна, нарад? 8. Наиля, согласна? Да. Да, сказала уверенно мама. Поэтому открываем ячейку номер 8. Там сосна, нарад. Это правильный ответ. Алсу, где находится тропинка Сукмак? В 9. Да? Да. Или в 1? В 9. В 9. Давайте открывать ячейку номер 9. Молодец. Как бы я ни пытался тебя запутать, это правильный ответ. Камиля, где находится гриб гэмбэ? В 3. В 3. Давайте открывать ячейку номер 3. И там находится действительно гриб. Вновь берем игрушки в руки, потому что задаю крайний вопрос второго тура. Нужно обязательно его дослушать, и первый, кто нажмет, будет отвечать. Внимание, вопрос. В какой ячейке находится лесник? Урманче. Камиля была первой. Так яростно нажала на игрушку. В 1. В 1. Давайте открывать ячейку номер 1. Там находится лесник. Молодец. Это правильный ответ. Во втором туре побеждает Камиля, но все решит 3-й тур нашей программы. В эфире Брегаляб Иряник. Напомню, что тема сегодняшней программы — лес. И давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Нора, эн, лесник, урманче, тропинка, сукмак, гриб, гэмбэ, сосна, нарад. В 3-м туре нашим участникам предстоит найти общее. На экране появятся 3 картинки, которые связаны одним словом из тех, которые мы сегодня выучили. Уважаемые команды, если вы вдруг знаете, что связывает 3 картинки, сразу нажимаем на игрушку. Важно не только сказать правильный ответ, но и объяснить почему. Готовы? Да. Итак, 3, 2, 1. Внимание, на экран. Первая картинка. Итак, если догадались, нажимаем. Что же их может объединять? Так, Алсу скромно нажала на игрушку. Мачта. Мачта, Светофор. Светофор, зеленый цвет и иголки. иголки. Что объединяет 3 картинки? Сосну. Ты думаешь, что это слово сосна? Хорошо, как мачта связана с сосной? Ну, у нее палка такие, и вот эти штуки по бокам похожи на... Из сосны делают, да? Да. Мачту делают из сосны.
из дерева. Да, но еще мачта расположена наверху, она очень высокая. Хорошо, причем здесь светофор зеленый цвет? Сосна, у нее иголки зеленые и цвет И цвет тоже зеленый, хорошо. А вот это вот иголки? Иголки, у сосны есть иголки, они... Колется. Да. Колется. Я принимаю этот вариант ответа. Вы сказали, что это сосна. И это правильный ответ. Я вас поздравляю. Итак, вот сейчас нужно напрячься. Вы еще можете участвовать. Итак, если наши участники готовы, на экране появляется вторая головоломка. Так. Интересно, каким словом они объединены? Так, Камиля скромно нажала на игрушку. Давай послушаем твою логику. Гриб. Давай сначала узнаем, что здесь вообще нарисовано. Рука Рука и и дождь. дождь. Дальше. Шляпа, И муха, муха. Хорошо. Что объединяет эти картинки? гриб. Гриб. Я принимаю этот вариант ответа. Почему гриб? После дождя растает гриб. Шляпа у гриба тоже есть шляпа, а муха может быть мухомор. Мухомор. Это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Ты большая молодец. В сегодняшней игре побеждает, внимание, дружба. Я вас с этим всех поздравляю. Давайте друг другу поаплодируем. Вы большие молодцы. И, конечно, нашим участникам мы дарим памятные сувениры от нашей программы. Я надеюсь, что все самые интересные мысли, ваши рассказы, сказки, все что угодно вы будете записывать в этот блокнотик и с любовью вспоминать нашу программу. Я вас еще раз поздравляю. Спасибо огромное, что это время провели вы вместе с нами. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Дуслар теллерне ирянегез ингмахиме туган телне беркашанда онотмагыз. На сегодня мы с вами прощаемся. Келесі очрашуларға қадар сау болыңыз. Пока-пока.